В апреле Якутск стал участником 5-го этапа Russian Startup Tour 2014. В течение одного дня в экспресс-режиме эксперты ведущих отечественных институтов развития рассмотрели оригинальные бизнес-проекты якутских инноваторов. Организация мероприятия правительство республики поручило Государственному комитету инновационной политики. По качеству поданных заявок, это со слов экспертов, которые сюда приезжали, их уровень подготовки проектов, конечно, приятно удивил. Здесь мы что показали? В первую очередь, что инфраструктура поддержки проектов на ранней стадии, вот именно инфраструктура поиска идей, их оформления в концепцию, бизнес-концепцию и поиск инвесторов, выстраивание этой бизнес-концепции в республике уже создан. Каждый проект по достоинству оценил топ-менеджер международного масштаба Пекка Вильякайнин, основатель одной из самых успешных IT-компаний в Европе, бизнесмен с богатым международным опытом, сегодня является советником главы фонда Сколково. Место, где рождается великая компания, не имеет отношения к размеру города. Условия равны повсюду, потому что появляется все больше и больше компаний, строящих свой бизнес на знаниях, не на производстве. Поэтому в месте таком, как Якутия, где холодная погода и расположены вы, возможно, дальше от Европы, но действительно возможно, что сегодня, завтра новая технологическая компания родится в этом городе. И это очень хорошая новость. Площадкой для проведения Russian Startup Tour в Якутске стал Северо-Восточный федеральный университет, сотрудники и студенты которого уже имеют самостоятельный опыт по созданию бизнес-проектов. На сегодняшний день мы считаем, что наша задача как университета в том, чтобы мы создали среду для того, чтобы у ребят были идеи, для того, чтобы они могли эти идеи донести до руководства университета. Во-первых, мы проводим регулярные конкурсы инновационных идей, мы проводим конференции, мы присутствуем на этих конференциях, отсматриваем лучшие идеи. Те идеи, которые нам понравились, мы общаемся с их авторами напрямую, и дальше мы уже ведем проработку, в каком направлении. Либо мы должны поддержать авторов, чтобы они участвовали в сторонних программах, каких-то акселераций, например, с тем же технопарком, либо мы рассматриваем возможность создания собственного малого инновационного предприятия вот на базе этих идей. Всего в конкурсе приняли участие более 500 человек. Отборочная комиссия приняла порядка 200 заявок. Однако не все представленные идеи были признаны стартапами. Жюри отобрало 16 проектов. Стартап – это только что созданная компания, не обязательно имеющая статус юридического лица, находящаяся на стадии развития и строящая свой бизнес либо на основе новых инновационных идей, либо на основе только что появившейся технологий. Чаще всего характерные особенности стартапа – это нехватка финансов и непрочное, почти партизанское положение фирмы на рынке. Финансирование стартапов в России уже давно поставлено на поток. Сегодня инвестициями в стартапы занимаются бизнес-ангелы и венчурные фонды. Бизнес-ангелы – частные лица, инвестирующие в бизнес, как правило, еще на этапе становления идеи. Их цель – получить прибыль в долгосрочной перспективе, ведь инвестирование стартап-компаний – не основной источник их доходов. Венчурные фонды, в отличие от бизнес-ангелов, инвестируют в стартапы средства своих вкладчиков. У нас нет задачи развивать российскую науку, она вот не стоит. Да? Эта задача стоит совершенно у других институтов, совершенно с другой целью создана. У нас задача, и у нас даже фонд наш Сколково называется фонд коммерциализации технологий. То есть все технологии, которыми мы занимаемся, должны зарабатывать деньги. Если предприниматель не понимает, не может объяснить, и даже потратив несколько месяцев не способен найти, где его проект заработает деньги, это не тот проект, который надо поддерживать, с нашей точки зрения. Для участников и для технопарка это был очень полезный опыт. Во-первых, в подготовке презентации к тому, как выступать перед инвесторами, и в понимании того, что это тоже для инноваторов важно, что инновационная идея, она должна быть коммерциализируемая. То есть предпринимательская составляющая инновационной деятельности, она очень важная.
Финалистами стартап стали 3 проекта. Это робот-уборщик, технология визуального присутствия и криопротектор – крем против обморожения. Все они, по признанию экспертов, стали удачным сочетанием бизнес-привлекательности и инновационности. Если иностранный робот-пылесос – король паркета, то якутский инновационный продукт рассчитан на более масштабные условия работы. Если существуют аналоги iRobot, да, они предназначены только для квартир, маленьких комнат и тому подобное. Они убирают только пыль. Наш робот ориентирован на крупные, допустим, складские помещения или даже улицы, какие-то скверы, да. Полнокупольная видеосъемка позволяет добиться эффекта визуального присутствия. Отличие изобретения от существующих технологий заключается в возможности одновременного управления картинкой неограниченным количеством пользователей в режиме реального времени. Например, для спасателей это было бы очень актуально. Например, скажем так, выпал котенок в колодец и опускается установка наша, предварительно оснащенная фонариками. И независимо друг от друга ветеринар и тот человек, который будет вытаскивать, они оценивают ситуацию. То состояние котенка, скажем так, а второй, как его оттуда вытащить. Большой интерес у отборочной комиссии вызвал проект крема-криопротектора, способного защитить кожу от обморожения. В основе идеи особые вещества, добытые из насекомых, обитающих в Якутии. В его состав будут входить специфические компоненты, природные криопротекторы, которые вырабатываются очень высоко холодоустойчивыми насекомыми Якутии, криопротекторы, которые отобраны самой природой в ходе этой эволюции и показавшие в наших исследованиях свою очень высокую эффективность. Для наших инноваторов участие в Russian Startup Tour равноценно выходу в открытый космос. Это неизведанная среда. Как стать востребованным на высокотехнологичном рынке? Как стимулировать развитие инновационной активности? Как эффективно реализовывать проект? Все это им предстоит изучить на практике. Финалисты получили путевки на Startup Village, крупнейшую конференцию инновационных проектов и технологических предпринимателей, которая пройдет в начале июня 2014 года в городе Москва, где они смогут представить свои бизнес-проекты непосредственно перед инвесторами. Основная задача была это, скажем так, немножко всколыхнуть предпринимательское сообщество, которое существует в регионах. И это удается здорово. Во-первых, на само мероприятие приходит достаточно много народу, которые внимательно слушают и сами презентации, посещают мастер-классы, и это, мне кажется, позитивным моментом. И плюс ко всему очень полезно, когда другие предприниматели слушают проекты или презентации стартапов, которые находятся в том же городе. Я не знаю, какие последствия будут именно в Якутске, но в Томске или в Новосибирске мы знаем, что уже после того, как мы уезжали, коллеги контактировали друг с другом, и у них рождались новые идеи, которых до этого не было. И, собственно, это и есть основная цель. Ведь здесь важно не выиграть, не тех, кого мы позовем приехать на Startup Village, мы, собственно, всех зовем. Просто 3 компании сегодня получат бесплатное приглашение участвовать в финале нашего конкурса. А самое главное – это именно услышать обратную связь от тех, кто приехал и первый раз слышит проект. И, опять же, чтобы все вокруг узнали, что ты делаешь. И правильно сказал один из конкурсантов сегодня, что я очень надеюсь, что Russian Startup Tour станет для меня трамплином для нашего проекта, что о нем узнают не только там судьи здесь, кто в жюри приехал, но и, собственно, местная администрация. Это всего лишь один из инструментов, да, как бы не надо, это не конечная цель. Как бы, да, это просто, скажем, такая инновационная активность. Как ты реализуешь свой проект? Используя это институт развития, сам отдельно, это уже вам решать, да, инноваторам. Но важно то, что надо вот на этих питчах участвовать. Потому что там есть эксперты, есть мнение, обратная связь, фидбэк, да, то есть то, что ты общаешься с людьми постоянно, тебе делают какие-то замечания, и те ребята, которые так или иначе не прошли там, да, ну, не отобраны были в 3 лучших там, да, но они получили колоссальную обратную связь, колоссальный опыт. Потому что им сказали, вот это неправильно, вот тут посмотрите, здесь поработайте. Опять же, там попытались состыковать с какими-то другими экспертами, с людьми, которые могут проконсультировать. Вот это самое главное. По общему мнению организаторов Russian Startup Tour, сейчас в России есть уникальная возможность через поддержку стартапов не только увеличить в стране общее число предпринимателей, но и положить начало новому типу деловых людей, представляющих совершенно новые направления экономики, где возможности для развития весьма высоки, в отличие от традиционных отраслей экономики. И это не только требования нового времени.
как выглядит эффективная экономика, да? Которая не зависит там, от каких-то глобальных там, прыжков цен на энергоносители. Это экономика, которая стоит там, на 70-80% малых и средних компаний. И вот наши стартапы, про которых мы говорим сейчас технологические, а на самом деле все стартапы, это вот, собственно, тот фундамент, с которым мы это построим. То есть, если у нас останется там 20 этих наших госкорпораций, ну и что, это будет экономика? Конечно, нет. То есть, нам нужны малые эти компании. Будут они технологические стартапы или стартап булочный, стартап химчистки, стартап там, фирма такси из 3 машин. Это вот то, на чем держится нормальная экономика. Когда люди действительно self-employed, и они могут там, работать на себя и содержать свою семью и жить там довольной жизнью. Однако пока что у наших пионеров стартап-движения есть общий недостаток, преодоление которого является первоочередной задачей. Многие предприниматели, они очень сильно боятся, что инвестор придет и украдет их идею. Они говорят, не-не-не, мы ни в коем случае, мы тебе ничего не расскажем, ты дай деньги и все, и стой там. Ну, то есть так не работает. И мы тратим огромное время. У меня инвестслужба специально в этом году очень сильно изменила свою структуру. Мы создали департамент акселерации и развития компаний. И мы тратим реально огромнейшее время на подготовку стартапов к работе и к общению с инвесторами и с будущими промышленными партнерами. Кризис не в экономике, кризис в головах. Такое послание к участникам содержит в себе Russian Startup Tour. Во все времена периоды застоя и экономического упадка преодолевались человечеством с помощью оригинальных идей, поднимающих его на новый виток развития. IT нужно развивать, чтобы обеспечить информационную безопасность нашей страны. Необходимо развивать, чтобы мы создали собственную национальную платежную систему, потому что после известных событий, когда начали отключать наши пластиковые карты там, отдельных банков от процессинга Visa и MasterCard, все на себе это ощутили. Нам необходимо развивать собственную систему криптографии, в первую очередь квантовой криптографии. Это уже физический уровень, это уже кодирование информации на уровне квантов, это кубиты, это не биты. На самом деле, я считаю, что все эти санкции, которые вводятся против нас, и вся та ситуация есть, когда мы оказываемся в какой-то экономической или прочей там, политической информационной изоляции, это только нам плюс. Потому что, наконец-то, наша страна готова к тому, чтобы снова стать великой державой во всех смыслах этого слова, а не только там, на огромных нефтегазовых доходах и поступлениях. Россия вступает в новую эпоху безграничных возможностей, когда будущее благосостояние страны зависит от инициативы каждого из нас. Каждого, кто решится создать собственное дело, дело всей своей жизни.